Пожалуйста. Так, пожалуйста, друзья, всем большое шло. После молитвы, пожалуйста, снимаем все тфилин. Моем руки не дай нам цедек на айс. Не жмем Абахар бен Рахель. Я больше саламат, но Абахар Левин, Бегалин. Он сегодня, спасибо за этот суда. Бога, Архат Бокин. И задается вопрос, если человек, он с другом сидит, разговаривает, и его друг хочет сделать девятора. השומע דברי תורה מכוונו. יש אומרים שהיינו הלכה רוחות מסוכן למתח, שהשומע כהבנה צריך לברר לתפילה ברכות התורה, ויש חולקים והנכון שבעלך ברכות התורה תחילה ויסמכו להם ברשת מכאן הכהנים לענות, ואחר כך יקשיב וישמע. Тора говорит, что если человек, он спрашивает, он с другом говорит, и его друг делает диву Тора, он просто слушает. Хорошо, если еще все браха не сказал, хотя бы вот это последний браха, когда Тора, ты должен прочитать. Почему ты слышишь Тора? Даже если ты Тора не говоришь, ты просто ее слушаешь. Или кто-то тебе в радио включил, хочешь послушать диву Тора, или там кто-то на телевизоре говорит, или кто-то тебе видео посылает. Сначала ты должен прочитать Бикада Тора, даже ты еще все не прочитал. Именно Бикада Тора ты должен сказать, как получается разрешение. Например, человек хочет пить, он может зайти к своему другу домой, так и сказать, дай мне пить. Нет, он что скажет? Здравствуйте, доброе утро, пожалуйста. Можно так стакан воды? Правильно, да? По-человечески. То же самое. Когда мы хотим изучать Тору, мы должны сначала получить разрешение. Разрешение это что? Это благословение Торы. Это первое. Сегодняшнего дня 12 дней мы оно не читаем. 12 дней мы читаем Ешем. Почему? Неделю до получения Торы, неделю после получения Торы, для нас считается праздник. Я Бог, что Бог нам создал злато, счастье, Бог,